Библиотека Юго-Остинского государственного университета активно занимается оцифровкой материалов. В связи с этим в ходе онлайн-конференции «ЙОГУ» с Российской государственной библиотекой искусств были обсуждены вопросы эффективного сотрудничества на основе осенней презентации Юго-Остинского вуза в Совете Федерации. Ректор ЙОГУ Вадим Тадеев поблагодарил за понимание важности установления долгосрочных отношений с руководством Российской государственной библиотеки искусств и отметил необходимость работы университета в разных направлениях. Прежде всего хочу поблагодарить вас, Анна Ароновна, вас, Инна Александровна, что с такой теплотой отозвались на нашу просьбу. Дело в том, что событие, которое произошло в сентябре прошлого года, а именно презентация Юго-Остинского государственного университета в Совете Федерации, это было значимое для нас событие. Как и вы, мы отпраздновали недавно свой юбилей, 90-летие со дня основания. Этим знаменательным событием мы подчеркнули еще и наши отношения, которые есть в сторону российских университетов, в сторону научного сообщества России и, безусловно, в сторону представителей культуры, представителей искусства. В стенах Совета Федерации, когда проходила презентация нашего университета, были обозначены 3 направления. Понятно, одно направление – это образовательная и научная деятельность нашего университета. Второе направление – это молодежь и спорт. И третье направление – это как раз культура. У нас вуз классический, тем не менее мы уделяем большое внимание общему развитию наших студентов. В частности, у нас сегодня функционирует музейный комплекс. Я хочу отметить личное участие в том, что мы начали сегодня сотрудничать. Комитет образования, науки и культуры Совета Федерации, лично Лилия Салаватовна Гумерова. Хочу поблагодарить сенатора Риму Федоровну Галушину. Они вправду сделали многое для того, чтобы мы вышли на качественно иной уровень сотрудничества с российскими организациями. Мы и до этого, до презентации, уделяли максимальное внимание международному сотрудничеству и в первую очередь с вузами и с организациями Российской Федерации. В частности, на сегодня мы подписали более 50 соглашений со всеми ведущими вузами Российской Федерации и республик постсоветского пространства. Мы уделяем большое внимание теперь уже российским регионам, республикам Донбасса. Одним словом, мы на верном пути. И я бы очень хотел, чтобы наше сотрудничество, которое сегодня закладывается, что оно было максимально плодотворным. И со своей стороны, как ректор, я сделаю все возможное, чтобы наши взаимоотношения были обоюдо интересными, обоюдо приятными. Ну и, безусловно, ваш приезд будет ознаменован еще и подписанием соглашения о сотрудничестве. И здесь мне остается добавить только лишь одно, то, о чем сказала Анна Алановна. Возможность доступа к вашим электронным библиотечным ресурсам для нас архиважна. Директор РГБ Яда Колганова и заместитель директора Инна Ваганова уделили особое внимание национальным чертам библиотек и театров, а также выразили инициативу предоставления доступа к электронной базе Российской государственной библиотеки искусств. Помимо электронных ресурсов, библиотека предоставит ЙОГУ книги на бесплатной основе. Для нас это очень важно, чтобы была вот такая взаимная связь, поэтому мы так благодарны за ваш такой очень креативный сразу отклик. И мне кажется, что мы могли бы вам предложить несколько точек для сотрудничества. И вот очень хорошо, что вы сразу театр привлекли и библиотеку. Ну, поскольку мы библиотека федеральная, не самая из них большая, но самая специализированная, и я с гордостью могу сказать, одна из самых любимых нашей культурной общественностью, прежде всего театральной, то, наверное, по этой линии мы и можем пойти в наших контактах. С одной стороны, мы вам могли бы предоставлять свободный доступ к нашим открытым ресурсам электронным, дополнительный доступ к тому, вероятно, ну вот Инна Александровна уточнит, к чему другие не имеют возможности доступа и пользования. Ну, первое, что лежит просто на поверхности нашей обязанности, это по мере наших возможностей, вот по этому пути, идя, обогащать и вашу библиотеку физически, изданиями, которые мы тоже выпускаем, изданиями, которыми мы можем поделиться. Наверное, не тысячами. Тысячами могли бы, но они вам вряд ли будут нужны, так как в других местах. А в пределах сотен, да, но специализированную литературу. И в том числе
то, что должно заинтересовать, это репертуар театральный. Наша библиотека очень активно, десятилетия, уже 2 десятилетия, работает с творческими драматургическими конкурсами. И мы являемся, мало того, что у нас свое жюри, что мы являемся учредителями конкурса «Действующие лица», например. У нас есть еще свой конкурс, это конкурс монодрамы. А это материал для актеров, режиссеров и в первую очередь студентов, которым нужны тексты, которым нужны пьесы, которым нужен просто живой драматургический материал. С идеей сотрудничества и взаимного обмена материалами РГБ с Юго-Осетинским госдрамтеатром выступил художественный руководитель театра Тамерлан Дзуцев, который также является руководителем студента специальности актерское искусство ЙОГУ. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Ада Ароновна, Инна Александровна. Я вас приветствую и спасибо, Вадим Муртазович, за организацию такого формата встречи, потому что на самом деле это для нас архиважно и архинеобходимо для нашего театра. Почему? Потому что в данный момент мы испытываем такой, можно сказать, информационный голод, и голод в отношении тех манускриптов и, конечно же, тех книг, которые мы не сможем на территории Южной Осетии найти, и даже в интернете мы, сколько бы ни искали, можем их не найти, а они могут оказаться на ваших ресурсах. Это однозначно. С юго-осетинской стороны во встрече также приняли участие проректор по науке Лана Гаглоева, директор университетской библиотеки Фатима Цхаврепова и руководитель медиахолдинга ЙОГУ Алла Джоева. Итогом обсуждения стало подтверждение взаимной поддержки перспективного партнерства.